Прежде чем начать нам свадьбу, по обычаю чуваш, мы родителей помянем, долг земной исполним наш. Последними словами поэта были: «Неужели все это было ошибкой?» Что могли значить эти слова? Сожаление о том, что многое не было свершено? Или воспоминания о надеждах, оказавшихся тщетными? Неужели все это было ошибкой? От тяжелых мук и горя погружаюсь я в раздумье. Где ты, время золотое? Где вы, годы молодые? Юность светлая, дни счастья миновали сном прекрасным, а теперь одни страдания, тучей черной надо мною. С трепетом и благоговением дают чуваши это имя своим дочерям. Так много оно значит, так священно. Наступила всем на радость благодатная весна. Горячо лаская солнце, будет землю ото сна. Одуванчик ярко-желтый средь травы растет в степи, а в сельби растет девица с редким именем Нарспи. Дни, когда пиры справляют, пьют, едят и угощают, песни на устах у всех, и звучит сквозь слезы смех. О, чуваш, когда чудесной вдохновляешь сердце песней, что на ум тебе идет, что же душу так гнетет, что в глазах таишь ты, слезы или радостные грезы? Солнышко, дитя твое утонуло в реке. Достань его своей золотой кочергой.
Tutma beles pulot, tutma beles pulot ancak mor. Tutma beles pulot, gülme beles pulot. Чувашская женщина всегда покорялась своей подневольной судьбе. Предания, сказки, песни, язык народа. Из этих узоров фольклора соткан яркий образ Нарспи, чувашской женщины, бросившей вызов миру зла и насилия. Трагическая гибель Нарспи — призыв поэта. Вставай, подымайся, чувашский народ, вставай на борьбу, люд голодный, раздайся клич мести народной, вперед, вперед, вперед. Бурные события Первой русской революции всколыхнули жизнь учительской школы. Юноша Иванов переводит на чувашский язык русскую марсельезу, революционную песню «Вставай, подымайся». Варанар, тапранар, чувашин зем, тапрамес форсьма вызихалах, халах хайзельдине катартар, малалла, малалла, малалла. Удивительно широк круг интересов Иванова. Этнограф, историк, поэт. Как переводчик он нес огромный вклад в сближение русской и чувашской культур. Эти фотографии сделаны самим Константином. Он охотно рисовал своих односельчан, сделал эти портреты отца и матери. Отец Константина, грамотный крестьянин, не жалел сил и средств, чтобы дать образование 2 сыновьям и 3 дочерям. Сохранились воспоминания матери. Константин уже в детстве отличался большой серьезностью и вдумчивостью. Когда я занималась по хозяйству, он устраивался у моих ног и лепил из глины разные фигурки. За несколько месяцев до своей смерти он начал лепить мой портрет, но не успел. Птичка улетела, спев нам песню, но она еще вернется, а ты уже не вернешься никогда. Сказка вся, мы замолчим. Человек он был прекрасный, жить и жить бы вот таким. Сказка вся, мы помолчим. В годы реакции усилился гнет царской цензуры на демократическую литературу, на национальную печать. С 1908 года, после выхода сказок и преданий Чуваш, не появилось ни одно произведение Константина Иванова. Осталась незавершенная трагедия в стихах. Оборвалась работа над оперным либретто по сюжету Нарспи. Пройдет более полувека, прежде чем эта опера зазвучит в Чувашском театре.
Богатырский дух был у этого человека, сказал об Иване Яковлеве Владимир Ильич Ленин, высоко оценив деятельность выдающегося просветителя. Симбирская учительская школа, созданная Яковлевым, стала центром возрождения чувашской культуры. Эй, родные, поднимайтесь, посмотрите по углам. Надо плуг наладить к пашне, починить телегу вам. Время выехать и в поле, ну-ка, братец, запрягай. Дай здоровья, Боже добрый, и богатый урожай. Из Симбирска же в народ книг родных поток идет. У чуваш глаза все шире открываются, и в мире видят многое они. Дети с поэзией Иванова впервые знакомятся в букваре. Позже они узнают, что поэт написал несколько стихотворений для одного из первых чувашских букварей в 1912 году. Куда ходила? Хайрам, хайрам, урага, у всем моли учума. А скажи, скажи, телега, где травы ты накосила? Чудом, чудом, урага, пора чинди курага. Разве все это могло быть ошибкой? Твое сомнение — это наша боль. Твои надежды — это наша сегодняшняя радость. Словами древнего гимна, нашего Алран-Кайми, мы обращаемся к тебе, Костянтин, как к живому. Твои стихи будут звучать, пока жив будет наш народ.